Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня мы находимся на спартакиаде учащихся Республики Саха-Якутия по стрельбе из лука «Спортивные якутяне». В одной из предыдущих передач «Испытано на себе» я пробовал стрелять из лука под руководством опытного тренера и, соответственно, стрелял из традиционного, блочного лука и классического. Сегодня нас ожидает баталии, борьба за золото в классическом луке и в блочном. И в чем вообще сегодня суть, да, испытания? Дело в том, что сегодня впервые в жизни я буду спортивным комментатором. Ну, быть телеведущим — это одно, а быть спортивным комментатором — это немного другое. Там своя специфика, о которой даже сейчас, ну, очень смутно как бы так представляю себе. Но, тем не менее, сегодня нужно будет испытать себя в этой роли. Хорошо, что я буду не один, будет также опытный сокомментатор, но как опытный, он на самом деле тренер по стрельбе из лука, и так же, как и я, в принципе, в комментаторстве будет тоже в первый раз. Но, тем не менее, очень большой плюс, что он именно с профессиональной точки зрения сможет прокомментировать те или иные моменты. Но сейчас за моей спиной вы видите стрельбу из традиционного лука, и после него в 14:00, буквально через полчаса, начнутся основные финальные соревнования. Приветствую. Ну, вообще для меня это первый опыт, да, и в целом не то, что спортивного комментаторства, а вообще вот со стрельбой из лука я сталкивался только вот именно на передаче «Испытано на себе», где просто меня самого учили стрелять. Поэтому такие нюансы основные, на какие нужно будет именно делать упор, да, какие нюансы нужно учесть. Да, Руслан, я как раз эту передачу видел, это было весной, по-моему, да, где-то в Улусе, да, и там по снегу еще стреляли. Да, по снегу стреляли, и еще мы стреляли в Дюшеса. Дюша 4, наверное, да, это у Бориса Борисовича. Ага. Ну, что основное, здесь, наверное, надо будет учесть по протоколу пройтись, посмотреть. Все остальное я расскажу, я думаю. То есть в целом можно будет в процессе именно... Да, это несложно, да, наверное, сейчас после первой серии, может быть, после первого спарринга мы уже разберем все, и дальше будем уверенно уже работать. Ну да, так даже, наверное, лучше, да, действительно лучше как методом, как бы на практике уже все определить. В целом, вообще сегодня нас ожидает, что у нас борьба за золото, да? Да, сегодня у нас только за золото. 3 спарринга в блочном луке и 3 спарринга в классическом луке. Это самый пиковый, скажем так, для спортсменов стрельбы. И такая стрельба называется альтернативной. Почему так называется, мы, наверное, объясним уже во время комментариев. И как заметил, я тоже не профессиональный комментатор, а просто тренер, старший тренер сборной. Ну, я просто специфику знаю, может, поэтому будет чуть попроще. Да, действительно, потому что это очень такой, ну, важный момент, да, знать. И, ну, для меня, как я так думаю, нужно будет представлять спортсменов, да, как бы, понятно, фамилия, имя, еще небольшая информация, и дальше уже будут достаточно, как я понял, напряженные баталии. Да, там время будет уже для всего остального, представить, с какой школы он, какие у него есть разряды, кто его тренер первый. Ну, все это мы, наверное, по ходу разберемся и будем работать уже как комментаторы. Все, ну сейчас уже буквально через некоторое время вы нас увидите уже в специальной гарнитуре за мониторами, и мы начнем комментарий соревнований. Рад участвовать в этой программе. Да, взаимно. Испытано на себе. Мы познакомились с моим сокомментатором. Сейчас мы видим здесь установлены несколько камер телеканала НВК Саха. Все будет писаться в режиме реального времени. И вот там также автомобиль, который называется ПТВС. Вот сейчас уже переделывается поле. Сейчас были соревнования по традиционному луку, и выбирается вот эта заградительная часть и мишени. Вот мишени оттуда будут перенесены вот сюда. Так, дальше. Здесь у нас под шатром находится стол с монитором.
именно там мы вдвоем будем сидеть и комментировать все происходящее на экране. Но вот это вот красивый автомобиль, где полностью передвижная телевизионная студия находится, полностью сидит режиссер. Очень много проводов, очень много техники. Вот, и это все позволяет вот так вот в мобильных условиях, как мы находимся сейчас на территории Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, здесь на полянке производить высококачественную запись для того, чтобы потом показать ее телезрителям. Как видите, здесь находится такой пульт, это немножко отличается, уже есть отличие от телеведущих, да, то есть если на телеведущем находится петличка где-то здесь, ну, например, вот как вот это, да, но это большая, и прослушка в виде незаметного наушника, который находится здесь, да, и с помощью него мы знаем, сколько секунд у нас остается до окончания сюжета и так далее. И в целом мы на связи с режиссером. Но здесь вот такая вот гарнитура, которую я себя даже слышу. Вот. И единственное, что я пока знаю, то, что здесь есть кнопка, которая позволяет выходить из эфира и общаться непосредственно с режиссером съемок. То есть, когда я на нее нажимаю, все, из эфира я вышел, и меня слышат уже там. А я всегда слышу то, что я говорю, и то, что мне говорят из ПТВС. Вот. А на экране будет проецироваться полностью ход всех соревнований, прямо так, как его будут видеть наши телезрители. То есть тут нужно будет, скорее всего, смотреть и на происходящее здесь в режиме реального времени, и на то, что показывают камеры в данный момент, в данную секунду времени. Ну, немного волнуюсь. Сейчас что-то у нас еще осталось. Несколько минут идет подготовка. Скоро начнем. Есть картинка? Так, сейчас мы находимся непосредственно в автомобиле ПТВС, как передвижная телевизионная студия. Здесь идет настройка, сейчас особо мы не будем мешать. Но я вам расскажу то, что я более-менее знаю. Здесь у нас экран, это титровальный, то есть идут титры, компьютерная графика, наложение, все, что помогает визуализации, да, то есть имена спортсменов, различные параметры и так далее. Это видеомонитор, где выведены все видеокамеры, которые работают. Видеопульт вот. Следующее, здесь у нас, это у нас аудиопульт, да, находится. И одно из таких интересных моментов, которые, по крайней мере, я первый раз вижу, это пульт повтора. Пульт повтора. Сейчас о нем мы чуть подробнее расскажем. Как работает пульт повтора? Ну, очень просто, по идее, если знать. Сначала, тут обычно соревнование идет, а сейчас тут особо ничего нету, но в принципе просто нажимаем сначала начало, например, какое-то событие идет, и нажимаем конец, и все. Оно здесь высвечивается, и в это время мы включаем. И вот замедленный. Все нормально. Так, Можно замедлять? Да, вот замедлять. Вот. Ты должен вторую. И ускорять можно. Второй мишень. Так, можно сейчас что-нибудь, какое-нибудь У тебя движение. вроде Ну да, и тут же мы можем отдельные графики пускать. отец. То есть вот наши шапки, всякие графические элементы, отбивки. И вот. И обычно у нас в повторах бывает несколько, получается. Тут оно высвечивается все. И когда режиссер дает сигнал, мы все по очереди вот так вот пускаем. Отъехать можешь? Вот Если ты идет какой-то момент, мы его у тебя замедляем, первая стояла, ты если вторую надо. должен Вот забрать. медленно идет. А иногда... То есть это, Второй грубо мишень говоря, должен как ручка забрать. акселератора, да? Да. Быстрее вперед, А, медленнее вниз, назад. Да. Обычно разные ситуации бывают. Если какой-то косяк, например, чтобы наезжай. подольше кадр был, стоял повтора. Когда они там не готовы, мы налево, замедляем налево, обычно. Налево. Помедленнее. Да. Налево. И ты всегда отмечаешь, Налево, камеру например, налево. спортсмен стреляет из лука, например, да, ты уже записываешь этот момент, Да, сразу записываю. чтобы потом его повторить. Да. Каждый выстрел. И эмоции записываем обычно. Еще И чуть-чуть. как мишень попадают. Хорош. У нас Там что-нибудь есть? особо стрельбу мы не записываем, всегда легкая борьба.
вольная борьба. Мы броски всегда записываем, либо удары какие-нибудь. Ну, примерно так, если вот поверхностно рассказать. Спасибо. Ну, вот такой вот краткая экскурсия у нас получилась по ПТВС. Испытано на себе. Сейчас уже буквально через минуты на минуту начнутся соревнования, начнется запись эфира. Это у нас почти прямой эфир, потому что мы снимаем в 14:00, а первая часть уже на телеканале НВК СХ будет показана сегодня в 18:45, то есть в этот же день проведения соревнований. Мы с Нюргуном уже заняли места, надели наши гарнитуры. Тут нас еще больше ввели в курс дела, связанный с вот этим пультом. И самое главное, это, конечно, информация, вводная информация. Значит, я возьму на себя, да, анкеты участников, то есть буду знакомить зрителей с ребятами, то есть откуда, из какой школы, Да. и какие основные... Анкета такая, ну, простая. Да, Там, в принципе. Несколько вопросов было. И думаю, что в почерке ты лучше разберешься. У меня, уже- как ни странно, зрение хуже. Ну, хорошо, это школьники, да, то есть не врачи заполняли анкеты, точно. потому что здесь все... Старались писать, ага. Все написано, соответственно, вручную, то есть не напечатано. Но, Более-менее тем не менее, разборчивый читаемо. почерк, да, я посмотрел уже. В общем, главное не волноваться. Информации очень много, да, не знаю, сказать, за какую браться. Ну, вроде бы разобрались. Для меня вот самое сложное, это, ну вот, конечно, Сетки эти, да? сетки. Как они распределялись. Да, и вообще вот есть нюансы по блочному луку и именно по классическому. Классическому луку, да. Чуть-чуть различается. Но хорошо, сегодня вместе с Нюргуном ведем это, поэтому... Ну, если было бы просто, то это было бы неинтересно. Да. Слишком просто было. Да-да-да. Так, ну я думаю, что уже скоро начнется соревнование. Все готово, да. Поле стоит. Камера установлена. Очень необычно, кстати. Вот когда мы общаемся, мы друг друга слышим. И такое ощущение, как будто мы в вертолете где-то. Вот, ну, Замкнутом Да-да-да-да. в каком-то этом да. Вот. помещении. Всё. Ну, я думаю, после первой серии, думаю, уже войдем в колею. Ну, смотрел бы. Да. Но основное, вот что бывает, такие вот международные соревнования, это так за каким-то определенным видом спорта я особо не слежу. А вот громкость себя это можно уменьшить немножко, да? Как будто бы я очень громко говорю. Может быть? Чувствительно очень? Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Да. Громкость коллеги. Все как все хорошо расписано-то. Точно. А программа это что? Интересно. Это в программу, наверное, идет. То есть это уже... Хотя нас, мне редактор, кажется, там должны как бы сами выводить. Поэтому тут мы особо, наверное, не сможем. Ну, лучше, я думаю, оставить так, как есть. Да-да-да. Ну, все пополам, а я посерединке. Ну, так, конечно, в отличие от введения передачи, например, «Утро Якутии», где у тебя только петличка такая еле заметная и наушник незаметный телесного цвета, тут я как будто в вакууме нахожусь. Может быть, даже проще, наверное, вот так сделать. То есть слышать, чтобы и Вот снаружи, так совсем другое ощущение уже, да. чуть-чуть слышать то, что вокруг. И, то есть, Кстати, и- да. Да, так лучше, наверное. И не Правильно. так жарко. Правильно заметил, ага. Наверное, одного уха должно хватить. Мы теперь похожи на колл-центр. Здравствуйте, назовите номер вашей карты. Шутка. Друзья, не ведитесь на мошенников. Не поднимайте трубки. Трубки бросайте сразу. Это актуально сейчас очень. Да. Фух, ладно, чуть-чуть юмора, и сейчас начнутся серьезные дела. Микрофон включен у нас, да? Да, тебя представлю. Ага. Ты начнешь, скажешь, ну, про основные Ага. моменты. Если вдруг еще не начнется, я тогда что-нибудь отсюда зачитаю. Угу. Хорошо, понятно, ага. Хорошо. Да-да, понятно, ага. Приветствуем вас, уважаемые телезрители. Вы смотрите на телеканале НВК Саха спартакиаду учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне» на 2023-2024 учебный год. Осенью 2022 года по поручению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева Министерство образования и науки Якутии совместно с Министерством спорта возобновили проведение спартакиады среди школьников. 2024 год объявлен в нашей республике годом детства. В этот значимый год для развития физически здорового тела и духа детей планируется провести массовые спортивные мероприятия. Как мы видим, судья уже объявил первую серию
еще раз напомню, это финальная часть спартакиады, учащихся Республики Саха, блочный лук и борьба за золото. Сейчас перед вами начнется. И мы с Русланом постараемся передать все вот ощущения, которые мы сейчас получаем от этого финала. Да, надо отметить, что сегодня хорошая погода. Ну, о погоде мы поговорим еще попозже. Сейчас давайте мы представим наших участниц, которых вы сейчас видите на экранах. Это Борисова Даяна и Дичковская Виолетта. Даяна она представительница города Якутска, обучается в ДЮСШ-4, разряд кандидат мастера спорта. Да, кандидат в мастера. Да. Первый тренер в целом, и сейчас она тренируется у Мигалкиной Людмилы Иннокентьевны. Идет бескомпромиссная борьба среди районов и улусов. Все хотят быть первыми, поэтому здесь каждое очко важно, я считаю. Это престиж не только школы, это престиж вообще всего района и самих тренеров, самих. Поэтому все стараются показать максимальный результат. Так вообще даже отметить, сколько команд у нас участвует в спартакиаде. Да, на удивление, очень много команд. Если у нас всего в республике 35 команд, то в этой спартакиаде по стрельбе из лука приняло участие 26. То есть это очень много было участников. И это говорит о том, что стрельба из лука все-таки развивается у нас в республике. Тренеры работают и на местах, и в школах. И это радует, конечно. Отлично, даже 10. То есть точку ставить десяткой. Это очень уверенный выстрел. На 50 метров попасть, еще раз говорю, попасть в такое маленькое кольцо. Это очень много нужно тренироваться и работать. И мы поздравляем. Хотя не знаю, сейчас, может, подождем немножко официально это. Сейчас более точно скажет уже с подхода судей, да? Хотя я точно понимаю, что выиграла Виолетта Дичковская. Да, Но это надо соблюсти небольшие формальности. Да. И что объявляют победителей? И мы поздравляем Дичковскую Виолетту, Хангаласская улус, с первым местом, золотой медалью. Это отличный результат. И большой респект тренерам и школе, которая подготовила этого спортсмена. Испытано на себе. Телезрители смотрят по телеканалу НВК Саха. Сегодня соревнования у нас 9 июня проходят на территории Высшей школы музыки. И, скорее всего, у нас будет две части трансляции. Первая, которая началась в 18:45, и вторая часть у нас продолжится в 22:00, также на телеканале НВК Саха. Ветер все-таки, видать, мешает. Сейчас вот. Но он, кстати, усиливается. Да, усиливается ветерок. Видно по картинке, что там, да, у нас он присутствует. Это 9 уверенные. Отличная десятка. Также иксовый. Смотри, он поймал, как называют, кураж. И может до конца донести прямо его. Это хорошее качество, когда спортсмену нравится стрелять, нравятся выстрелы свои. То есть стреляет уверенно уже. Что мы наблюдаем сейчас у Давыдова. Ой, нет, я поторопился, да, семерка. Показалось, что как будто у него соскочило что-то. Да, что-то сейчас помешало сделать хороший выстрел. Тем временем Архипов Андрей попадает 10-9-9, 28 очков у него. Немного сократит он отставание. 10-9-7 это 26 и 28, то есть 2 очка. Айсен отдал. И разница будет у нас уже... Опять будет ровный счет, да? А нет, на одно очко. Да. На одно очко. Ну, сейчас мы смотрим за личными финалами. Здесь у нас очень равные результаты, я смотрю. Оба попали прямо даже одинаково. Не то, что одинаковый результат, они просто по очередности одинаково попали. 9-10 и 9. Ну, видимо, будет такая борьба очень напряженная, потому Да, с что самого и начала ребята сами заявились, да, то есть никто не хочет вступать.
У нас, к сожалению, не видно, вот сколько баллов, да, было по квалификации их, ну, как бы. По квалификации я Была скажу, разница. что у Андрея было намного, ну не намного, но существенно выше результат, да. Айсен, он только, видать, набирает форму, начало сезона сейчас. Ну, у нас летом больше всего происходит событий, и 50 метров на воздухе, то есть на улице, это мы всегда поздно начинаем очень, потому что у нас климатические условия, сами понимаете. Мгм. В марте у нас невозможно стрелять, только где-то в конце мая только начинают выходить на улицу стрелять. Но тем не менее, вот смотрите, вот смотря за этой стрельбой, по 28 очков по паре, все, табло выставили, значит, это уже точный результат. И начинает опять же вот стрельбу Давыдов Айсен. По первому счету стреляет Караярова Мария, Тутарский улус. По второму счету стреляет Гаврилева Ангелина, Нурбинский улус. Судья Матча. Ну что, дорогие уважаемые телезрители, мы вас рады приветствовать на телеканале НВК Саха. В эфире спартакиада учащихся Республики Саха-Якутия, спортивные якутяне по стрельбе из лука. И позади у нас уже была борьба за золотые, серебряные медали в блочном луке. И сейчас мы переходим к классическому луку. Комментируем мы, Руслан Ачиров и Нургустан Федотов, старший тренер юношеской сборной команды Республики Саха-Якутия по стрельбе из лука. Испытано на себе. Запки, когда будет готово, продолжим. У нашей записи нет, да? Сейчас пока нет. Хорошо. Отдохнем. О, да. Уши что-то, да, Слушайте, придавило. да, сейчас этот у нас, ну, я как-то так спокойно, да, мне кажется, что вот Нюргун тоже влияет, он такой спокойный человек, я просто все так хорошо, размеренно и как-то подхватываем, да, стараемся подхватывать друг друга. Я, по-моему, даже больше тебя как-то чувствую, что хочешь сказать, а я это не даю тебе сказать, что... Я иногда, да, у меня есть заготовки такие, я так думаю, если что, я заполню паузу. Вот, по информации. Ну, у меня надо сказать, что вот если вы можете видеть, друзья, у меня есть еще запас. То есть вот этот листочек я прочитал полностью, но у меня есть еще. В принципе, можно многое Здесь сказать можно про спартакиаду. Начеркать, чем можно. Да-да-да. В общем, ну, главное, чтобы был такой бэкграунд, так если можно выразиться, да, сзади такой запас, что можно рассказать. Ну, интересно. Тут. Экватор пройден. Мы сейчас Да. половину работы сделали, осталась вторая половина, да, так что работаем. Ну, Нюргун, у тебя же тоже впервые, да, ты комментируешь соревнования? Я, да, можно сказать, что как комментатор я еще растущий, без опыта. Не, отлично, мне кажется, то есть все четко. Ну, то, что мы делаем на соревнованиях, это, может, комментаторством не назвать даже. Мы просто объявляем там сейчас. Результат. Ну, как сейчас, без вот мы камер, слышали, да, например, идет баллы, да, и какие спортсмены выходят и так далее, кто победил. То есть это да. А вот сделать так, чтобы в течение всего выпуска, да, то есть не было таких пауз, чтобы зритель мог быть как бы, ну, был вовлечен в сам процесс. Да, это уже другая работа. Здесь нужно понимание, наверное, да, ситуации, что происходит, и включаться. То есть, Да. с Русланом мы друг друга должны дополнять, получается. Да. Ну, вот, в принципе, сейчас вроде бы Что мы и делаем. Да? первое волнение уже прошло, я так уже как-то даже так интересно стало. Вот сейчас мы видим, что переставляют мишени на классический лук. Ну, классический лук, он, скажем так, поинтереснее будет, ну, Да? если так в общем сказать, потому что блочные, они как роботы, попадают, ну, как бы довольно четко Кучно, да? хорошо работают, там нет таких прям отрывов больших, на классике все может быть, это уже, там пальцем идет выпуск, во-первых, это, опять же, волнение, это расстояние другое, здесь интереснее будет, ну и нету суммы, то есть они работают каждую серию. То есть каждая серия должны выиграть, чтобы Получить. записать 2 балла. Да. Точно. То есть если в блочном луке у тебя идет нарастающий итог, Да. да, сколько баллов заработал, то здесь идет... Здесь именно Ты за выиграл серию. или проиграл? Да, Серию. именно за серию идет, да. Вот это отличие идет, оно очень сильно влияет тоже. Ага. То есть можно проигрывать, грубо говоря, тогда. Мгм. Бывает даже, что счет бывает 5-1,
в пользу, скажем, одного стрелка, но второй стрелок собирается и вот 2 серии забирает, получается 5-5, и в этом случае перестрелка одной стрелой. Это уже чья стрела ближе к центру. Бывает такое, что тоже можешь забрать. Фу. Так, ну сейчас нужно, наверное, попить кофе, Чай, передохнуть. Вот. кофе. Ой, размяться немножко. Хорошо, еще с погодой повезло. Не то, что не сильно жарко, и ветерок такой нормально. Для первого, как бы, раза, так сказать. Щадящая погода. Не, очень хорошая погода, очень. Да, кстати, И комаров нету. Нургул рассказал, что, вот, допустим, как говорится, бывает такое, что на месяц в прогнозе есть один дождливый день, и он именно на соревнования выпадает. Да? И если, допустим, даже ураган, главное, чтобы мишени хорошо были прикреплены, закреплены, да? И Да. соревнования продолжаются все равно. Ну, вот яркий пример это соревнования у Салдане. Мгм. Там же, помните, когда палатки летали, Ураган был, да? да, ураган был. В это время там на поле наш спокойно, ну не спокойно, но стреляли, проводили соревнования. То есть там людей уносило, да, с палатками, а соревнования по луку проводились. Соревнования не останавливались, да. Испытано на себе. Давыдов Айсен становится у нас серебряным призером, а победителем тогда Архипов Андрей. Сейчас судьи у нас еще раз подойдут к счетам и определят уже официально, назовут, кто победитель. Это без сомнения уже Андрей. Можно его поздравить. Хорошая серия была у него в самом конце. Все-таки нашел силы, собрался. Видно, что, да, видно, что выдыхает Да. прямо, да? Чувствовал? Да. Не зря я ощущал вот это напряжение. Это очень хорошее качество, работать до конца. Прямо каждый выстрел. Видишь, он прямо и чувствую, что сердце бьется у него очень сильно. И дыхание прямо не может восстановить. Потому что нагрузки очень сильные здесь идут на стрелков. Хотя, казалось бы, что там, натянулось, ну и выстрелил. Ну, надо сказать, что лук не из легких. Я пробовал блочный лук, он, конечно, в конце он хоть и расслабляется, но удержать его все равно. Да. Ну что ж, поздравляем Архипова Андрея. Он становится победителем спартакиады учащихся Республики Саха. Представитель Хангаласского улуса. Поздравляем команду Хангаласского улуса тренеров и болельщиков. Также поздравляем Давыдова Айсена, представителя Чурапчинского улуса. Он становится серебряным призером. Так же, как на квалификации, получается, они выступили. Первое место Архипов и второй Давыдов. Они с эти места с собой сохранили. Как и в квалификации. Так же, как в квалификации. Да. Сейчас нас ожидают смешанные команды, да? Вот об этом можно, Да, наверное, на этом поподробнее рассказать. у нас индивидуально заканчиваются спарринги. Сейчас будет смешанный, или еще называют микс. Мгм. Это когда у вас за одну команду выступает девушка и юноша. То есть 2 человека будут стрелять делать по 2 выстрела. На каждый выстрел, ну, в общем, за всю команду дается 80 секунд на выполнение 4 выстрелов. И они за эти 80 секунд должны успеть зайти, встать на линию, зарядиться и успеть сделать хороший выстрел. Не просто выстрелить, а сделать хороший выстрел. Ангелина сейчас занимается... Ой, попадает 10, да, отличный выстрел. Она сейчас учится в спортивной школе Олимпийского резерва в селе Бердигистях. Тренер у нее Валентина Андреевна Саркомова. Тоже 10 у Марии. Мария тоже 10, да. Видно, что выполняет установки тренеров. Еще одна 9 близкая очень, но это 9, да. У Ангелин 10, 9, 7. И Маша может этим выстрелом закончить этот спарринг. Смотрим на попадание. Да, 10, 9, 8 или 10, 9, 9. И, скорее всего, счет будет 6-0. Ну что ж, видно, что Нирган Джуставовна рада за воспитанницу. Это ее первый тренер, представительница Сунтарского улуса.
нас сейчас завершился классический лук, смешанные команды, да, микс. И определились победители золото и серебро. Да, со счетом 6-2 команда Сунтарского Луса в составе Ким Владимир и Мария Тараярова становятся победителями спартакиады учащихся спортивной Якутянии по стрельбе из лука, с чем и поздравляем. Сунтарский Улус у нас взял 3 золота в классическом луке, то есть они лучшие. И поздравляем также команду Вилюйского Улуса. Они становятся серебряными призерами спартакиады учащихся. И пожелаем им также успешно выступать на всех последующих соревнованиях. Да, ну, напомним для наших телезрителей, это спартакиада учащихся Республики Саха-Якутия, спортивные якутяне по стрельбе из лука. И у нас сейчас будет возможность пообщаться с победительницей соревнований по классическому луку, с Марией Тараяровой. Сегодня хотелось бы поблагодарить со-комментатора Нургун Федотов. Большое спасибо. Мария, присаживайся. Ну, во-первых, поздравляем тебя с победой. Вообще, в целом, ты очень опытная спортсменка, да? И как тебе в соревнованиях, твои ощущения? Ну, спасибо большое за поздравления. Ну, ощущения у меня так-то вот хорошие были. Ну, рада то, что выиграла спартакиаду, конечно. Ну, я так-то, готовила себя на золотую медаль, планировала. И как я достигать буду этой цели, тоже я планировала. Ну вот сегодня у меня был только первый опыт, да, вообще комментирования стрельбы из лука. Я так понял, что это очень большую роль играет именно психологический настрой. Это правда? Или вот вообще как тебе удается справляться с эмоциями? Ну, на самом деле, да, тут характер человека тоже зависит от того, что как ты умеешь себя поддерживать, да, мотивировать. Ну, надо быть хладнокровным. Ну, для меня это самое большое преимущество. Ну, хладнокровность решает для меня все. Вот. Лишние другие эмоции могут там для меня какую-то помеху вызвать, там, например, преждевременная радость, не знаю, грусть. Мгм. Ты уже достаточно титулованная спортсменка, и, может быть, твои пожелания очень будут важны тем девушкам, юношам, да, кто уже участвует, да, в соревнованиях, или кто желает связать, познакомиться с таким видом спорта, как стрельба из лука. Ты можешь обратиться к ним и сказать свои пожелания. Ну, на самом деле, я вижу тут много вполне таких спортсменок, которые могут достичь много чего. Ну, главное это вот стараться, трудиться, вот со временем все придет, слушайтесь тренера. И зависит от ваших тоже желаний, от того, насколько хотите заниматься этим спортом. Мгм. Ну, Мария, мы еще раз тебя поздравляем с победой, желаем дальнейших успехов в спорте, стрельбе из лука, чтобы ты достойно представляла нашу республику на всех спортивных площадках. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, ну а я напомню, что это был репортаж спартакиады учащихся спортивные якутяне по стрельбе из лука. Ну и, конечно, желаем вам успехов, всего самого наилучшего. Занимайтесь спортом, следите за нашими спортсменами. Тем более совсем скоро в городе Якутске стартуют очень грандиозные спортивные события. Это международные игры «Дети Азии». Ну и, конечно, до новых встреч в эфире. Спасибо, Мария. Фух. Так, мы вышли. На самом деле, я был готов уже к комментированию, но здесь практически под завершение. Ну, во-первых, когда ты в прямом эфире, грубо говоря, да, сложно, чтобы тебе кто-то подошел, что-то сказал. Только подошли, сказали, что посмотри WhatsApp. Незаметно посмотрел WhatsApp, сказали, что будет интервью с Марией, с победительницей, золотой призеркой спартакиады. И в целом тут немножко вот этот момент был немного для меня волнительный в плане перехода, да, то есть мы же сидим, нас не видят в кадре, да, то есть мы слышим только наши голоса, а здесь немножко, если вы видели, то есть была небольшая такая суета
Но, тем не менее, я теперь буду знать, что если берешь интервью у спортсменов, то он садится рядом с тобой, берет гарнитуру твоего напарника, и в целом можно взять даже интервью. Но на самом деле очень интересный опыт. Я думаю, ну, в целом подработать некоторые нюансы, и я буду готов быть спортивным комментатором. Ну а это был проект «Испытано на себе». Сегодня я испытал себя в роли спортивного комментатора. Друзья, желаем всем успехов и смотрите наши выпуски на телеканале Якутия 24.